Приветствую всех на канале Магия Песка. Мои дорогие, любимые зрители, меня зовут Ольга, и сегодня для вас я сделаю отсыпочку на такую тему. Месяц август. Что ждет вас по судьбе и что в жизни вашей навсегда поменяется. Загадайте, пожалуйста, на себя, пусть нужная и важная информация вас найдет. Я прошу высшие силы дать мне возможность ответить на все ваши вопросы и послать для вас только лишь самую важную, нужную и полезную информацию. Так, отсыпочка готова. Давайте будем разбираться. Месяц август. Месяц август. Смотрите, как интересно. Целая мисочка вам чего-то идет, как награда, как ресурсы, как получение каких-то благ. А в эту мисочку вам еще сверху монетку кидают. Награды, подарки, получение ресурсов, увеличение доходов. Знаете, вот как отыграетесь за все время, либо наконец-таки вы получите то, что давно не получали, недополучали, то, что у вас кто-то отбирал, то, что вам обещали, но ни разу не дали. Видите, миска с горой, и еще туда и монетку кидают. И эта миска, она у вас прям на линии судьбы, на линии жизни. Ну, точно будете сыты и довольны. И вот хочется сказать, что изобильный месяц. Вот как ни крути, изобильный идет. Даже там, где не ждете, даже там, где не надеетесь, будете получать. Хоть по чуть-чуть, но будете получать. Вот идет мне энергия, что отказа вам не будет, что запрета вам не будет, что не будет холодных сердец в вашу сторону, закрытых глаз не будет в вашу сторону. Вот месяц воистину у вас изобильный, изобильный, как ни крути. С горкой, да еще и монетку положили. Ну, кушай, еще и денежка тебе идет. Вот, дай Боже. Дальше показывают маленького слоненка, как будто бы он из своего хобота фонтанчик такой пускает. Слоненок сидит, спокойная такая позиция на правой стороне. Он маленький, но удаленький. Когда слон сидит, он спокоен, он доволен, ему не нужно никуда идти, у него уже все случилось, получилось. То есть это ваше ощущение, вы будете очень довольны. А этот фонтанчик — это ваши эмоции, это ваши позитивные мысли, позитивные разговоры, теплые разговоры. Да? Кстати, у кого-то по этому знаку еще и момент, что вы отдохнете. По-настоящему отдохнете, по-настоящему расслабитесь. Да? Не нужно воевать, не нужно там бороться, можно просто расслабиться. Ну, то, что он маленький, возможно, хотелось бы больше отдыхать, да, но сколько получится, столько и ваше. Дальше. С левой стороны у вас тут какие-то люди ноги не держат, на колени падают. Знаете, как будто бы они проиграли, и очень боятся расплаты, очень боятся, что вот спросите вы по 1 число. Ноги не держат, подкашиваются, либо в вашем присутствии. Может, они вас боятся, может, они там натворили всяких дел нехороших, а теперь им очень-очень страшно. Ноги подкосились, они упали. Как будто бы их дальнейшая судьба зависит от вас. В позиции проигравших, в позиции просителей. И на коленях подползают к вам, в вашу сторону ползут. Здесь не один человек, их либо 2, либо 3. Но ноги не держат, подкашиваются. Ну, кто виноват, тот и ответит. Но либо вы сможете дать достойный отпор. Отпор такой силы, что эти люди не выдержат, на ногах не смогут остаться, попадают. Вот как зависимы от вас, либо зависимы от ваших решений, от ваших действий. Еще с левой стороны показан аист. Вот он, смотрите, какой шикарный аист. Летит в вашу сторону, спешит очень сильно. Ну, аист у нас кто? Птица счастья, да? Также аист — птица мечты, птица, которая надежду несет. У кого-то действительно беременность может состояться в августе. Да? При надежде будете. Порадует своей изобильностью вас август. А у кого-то, возможно, человек, о котором вы думаете, мечтаете,
желаете, да, вот этот человек объявится, в большой спешке будет лететь к вам. Вот прям через бурю, через солнце, через луну, вот он летит к вам, лишь бы быть рядом. А у кого-то действительно какая-то очень значимая мечта, либо значимое желание исполнится. Вы будете довольны. Кстати, по даистам цифра 6. Либо это 6-й день, да, 6-е число, либо это время, да, 6 часов, например, утра, либо наоборот 6 часов вечера. Но эта цифра неожиданно для вас вот счастливой становится, да, потому что она под аистом идет. Хороший знак, очень хороший. Так, еще здесь показывают, что расставания не будет. Даже если вы настроены на то, чтобы с кем-то расстаться, перестать общаться, выйти из отношений, разорвать отношения, этого не будет. Человек вас будет очень сильно крепко прижимать к себе и какие-то очень убедительные слова вам будет говорить. И сердце ваше дрогнет, ну либо растает. Дадите еще один шанс, либо дадите еще одну возможность. И вы знаете, эта ситуация, она в корне вообще меняет все, что между вами было и будет в будущем. Человек, ну, действительно понимает, чем это ему чревато, и готов пойти, ну, действительно на все, лишь бы и вам доказать, что не стоит расставаться, и чтобы удержать вас любой ценой. Вот как-то так мне идет. Прям, знаете, как прилипает к вам, как на суперклей себя приклеивает к вам, и вообще нет, говорит, не отпущу, не отпущу. Там, да, я был неправ, я был плохой. Я там плохо поступил, но это все прошлое, да, меня там бес попутал, либо еще что-то со мной произошло, я болел, да, вот прям вцепился как клещ и не отпускает. И вот говорит слова, которые вы, наверное, всегда хотели услышать, но, к сожалению, не слышали. И вот это действительно подкупает, и ваше сердце тает. Вот решение прям принимаете, и, скорее всего, решение будет плюсовое, то есть дадите этот шанс. Ну, предупредите, конечно, что это уже крайний шанс, но человек вот прям докажет, не словом, но делом, а может и словом, и делом докажет, что он не готов с вами прощаться и отпускать. Смотрите, у кого-то это точно отношения, а у кого-то это дружеские отношения, либо рабочие отношения. Но вот вцепится в вас, как суперклей, да, вот сила, да, такая, как суперклей. Еще вы тут с некоторых людей маски поснимаете, причем как-то совершенно случайно, неожиданно для себя, неожиданно и для них, неожиданно для всех поснимаете маски. Люди, может быть, и сами не догадывались, что они в масках ходят, но, может, и догадывались, может, они уже вжились в эти маски, уже привыкли, как родные, эти маски были как второе лицо. А вы вот случайно, каким-то случайным словом, действием, жестом эти маски все поснимаете. Будет, конечно, пикантно, очень даже. И смотрите, те, с кого вы маски снимаете, они на вас не злятся. Нет. Они даже какое-то чувство благодарности испытывают к вам. А может быть, это и не признание еще, может быть, да, вот чувство признания. Ну, неожиданно, но все-таки неплохо. Смотрите, вот здесь ложка, а вот здесь ключик. У вас выбор будет. Выбор, что взять. Ложку или ключик. Ключик — это что? Тайны, разгадки, ответы, возможности. А ложка — это всегда ресурсы, это сытая жизнь. Смотрите, вам кто-то так и скажет: выбирай. Но я вас хочу предупредить, что выбирать вам не надо, потому что и то идет к вам по судьбе. И то должно быть вашим. И еще, кстати, ложится в левую руку, не в правую. Правая рука, она ведь дающая. Мы правой рукой отдаем. Ну, если человек не левша, да, правой рукой он обычно все делает, отдает. А левая рука, она принимающая. Вот. И также то, что идет в левую, оно идет очень легко, непринужденно. А то, что в правую, там прям стараться надо, а вам не надо стараться. Какой-то человек либо обмануть вас попытается, ну, либо в какую-то неудобную позицию вас загнать. А вы не поддавайтесь, вы говорите: я ничего не буду выбирать, я хочу и то, я имею право, мне это надо, все. Ну что, он драться с вами будет? Не будет, конечно. Помнется и уступит. И ключ, и ложка будут ваши. Видите, еще семерку показывают, да? Все-таки, я же говорю, изобильный месяц.
Месяц воздаяния мне идет за все ваши труды, слезы, обиды, невзгоды, неприятности, потери. Да? В августе воздаяние идет. И ключ, и ложка. А здесь миска, да, с монетой. Это все ваше, это все для вас. Сама судьба дает, сама судьба награждает. Вот. И не позволяйте никому уменьшать вашу долю, либо лишать вас вашего заслуженного. А будет пытаться человек, наглый человек, какой-то, знаете, как гоп-стоп, да, по-наглому пытается вас лишить. Кто он такой? Кто она такая? Иди лесом, тоже мне строит из себя. Нельзя стесняться. Вам в августе вообще нельзя стесняться. Нужно идти напролом и плевать, кто что скажет и подумает. Вы понимаете, что месяц, когда можно набрать на целый год вперед, да, ресурсов и возможностей. И вам ли уступать? Вы и так очень много уступали, очень много недополучили, очень много потеряли в свое время. Теперь только берите и никому ничего не давайте. И не уступайте ни в коем случае, и не отказывайтесь. А то знаете, сколько хитрецов, прилецов. К сожалению, много, очень много. Дальше. Откуда-то издалека рука тянется. Какая-то невероятно длинная каучуковая рука. И тянется прям к вам, как здороваться хочет, либо знакомиться хочет. Возможно, кстати, знакомство в интернете, либо знакомство какое-то профессиональное, да, не личное, опять же, онлайн, да, получается. Вы обязательно примите эту руку, обязательно познакомьтесь. Знайте, что эта рука, она как рука судьбы. Тот, с кем вы познакомитесь в августе, через интернет, через сеть, в будущем будет вас сопровождать на протяжении многих лет. И этот человек, даже будучи где-то далеко, будет для вас очень мощной опорой, очень мощной поддержкой. А у кого-то из девушек, либо из мужчин, кто ищет свое счастье личное, вот как раз-таки этот человек и станет вашим спутником, вашим партнером, партнершей вашей станет. Ну, не сейчас, не за один месяц, а чуть попозже. Да? Человек сам проявляет инициативу с вами познакомиться, протягивает вам руку. И отвергать такую руку ни в коем случае нельзя. Дальше, мои хорошие, показывают, что вот как ангелы в такую большую дудку дудят. Или что это, горн, может, какой-то звук, сигнал, извещение, оповещение. В принципе, может быть что угодно, может это и не ангелы, а просто какие-то хорошие, добрые люди. Но вас о чем-то предупредят. И предупредят прям заранее. И это очень важное предупреждение, которое ни в коем случае нельзя игнорировать. На вашей, на правой стороне. Это может быть предупреждение о чем-то хорошем, либо наоборот, о чем-то не очень хорошем. Но игнорировать ни в коем случае нельзя. Ну, считайте, что вы избранный человек, да, и вас предупреждают. Ну, наверное, те, кто хорошо относится. Ну, либо ангелы вдохновят каких-то людей, чтобы они вас предупредили, чтобы важное вы не пропустили. И нужно прям быть готовым реагировать на эти предупреждения. Но мне почему-то идет, что это о чем-то хорошем. Да? Вас могут предупредить, что где-то что-то хорошее происходит, а ты вот давай, иди туда, либо едь туда, чтобы не опоздать, свое получить. Вот. Не игнорируйте и не задерживайтесь. Да? Обязательно вовремя успейте и свое получите, либо обретите. Ну, а кого будут предупреждать о плохом, но опять же, да, это возможность избежать негативных событий, спастись, либо пройти мимо, да, либо отступить на несколько шагов, когда что-то негативное будет происходить. Дальше. Мешочек показывают. Мешочек как будто бы такой прям тугой. И место в нем закончилось, в этом мешочке. Скорее всего, это денежный мешочек. Он небольшой, но он туго набит монетами. Видите, вот прям даже не завязывается до конца, не застегивается. Будут деньги, у вас будут деньги. Ну, конечно, если тут ресурсы, ну, деньги тоже будут. Не могу сказать, откуда придут, но они точно у вас будут. И, возможно, да, за все эти летние месяцы именно в августе денег будет больше, чем там в июне, в июле. Ну, такой прям хороший знак. Опять же, с вашей правой стороны. И да, еще смотрите, как будто бы этот мешочек к вам привязан. Дальше. Вот здесь показывают звездочку. Но звездочка такая, знаете, как будто бы из рук в руки передают.
не на небе висит, а у кого-то она есть, и человеку она, возможно, уже не нужна. Либо наоборот, человек ее сорвал для того, чтобы передать вам, да, подарить вам. Пока вы там на небо заглядываете, где же моя эта желанная звездочка, а звездочка вот, пожалуйста, из рук в руки передается. Кстати, это событие вас очень сильно удивит. Возможно, действительно какой-то человек возьмет и исполнит вашу мечту, либо исполнит ваше желание. И, скорее всего, человек к вам очень хорошо относится. Ну, а может, сама судьба поможет вам исполнить ваше желание, направит к вам того, кто может это сделать. Вот, кстати, еще вот если вы что-то загадывали, там, купить дорогое и достаточно недоступное, вот почему-то мне пришла информация по поводу каких-то горячих продаж. Допустим, люди там экстренно уезжают, переезжают, эмигрируют, и они распродают свои хорошие вещи и распродают по очень бросовой цене, да, лишь бы вот очистить пространство. Такая продажа тоже может быть. Но считайте, что даром достанется, да? То, на что вы бы там собирали несколько лет, вам практически даром достается. Кстати, и подарка может быть, да? Вот придете, посмотрите, скажете: ой, мне дорого. А человек на вас посмотрит и скажет: бери так, да, бери. Вспомнишь меня добрым словом, либо там, что помолишься за меня, да, и даст вам эту звездочку. Почему бы и нет? У девушек, кто в паре, кто в браке, это может быть очень желанный, дорогой подарок от любимого мужчины. То есть, возможно, как раз-таки в августе раскошелится и звездочку вам подарит. Но звездочка прям на линии судьбы у вас лежит. Это хороший знак. Дальше. Здесь вот интересно показывают женщину, копна волос на голове, может нарощенные, может парик, может в принципе от природы такие прям густые, может кудри еще, да, вот объемная какая-то прическа у нее на голове. И вот эта женщина, она что-то для вас делает, причем делает, может, и не просили, да, по собственной воле, да, по собственному желанию она для вас что-то делает. А что она делает? Она как будто бы какие-то вот завалы убирает. Камни, какие-то бревна, что-то, что мешало идти. Вот она берет и расчищает вам дорогу. Это женщина. Может быть, это ваша родственница, может, просто какая-то знакомая. Может быть, я не знаю, какой-то добрый, благородный человек. Вас это очень удивит. Скорее всего, давно уже не встречали настолько добрых людей, которые за просто так для вас что-то делают, а тут на тебе вот такая вот позиция. И я вижу, что вы будете очень благодарны, признательны, благодарны. Она ничего не попросит взамен. Ничего. Не надо ей награду. Она это делает, потому что считает нужным. И почему бы и нет? Да? Вам надо, ей кажется нужным. Вот, пожалуйста, интересы сошлись. Мужчины, особенно свободные мужчины, да, обратите внимание на эту благородную женщину. С такой женщиной прям жизнь в сказку превратится, да, по-настоящему превратится. А возможно, сама судьба послала, чтобы скрасить вашу жизнь, чтобы подарить вам счастье, да, в личной жизни. Вот она не только благородная, но и очень добрая, открытая, понимающая и по-настоящему умеет любить. Ну, а если вы женщина, то обратите внимание как на хорошую, достойную подругу. С такой подругой вы точно не пропадете. С таким благородством, с таким умением, да, помогать другим, поверьте, эта дружба будет очень сладкой, приятной и долгой. Хороший знак. Дальше. Высшие силы помогут вам принять решение. Я так понимаю, что вы озадачены каким-то вопросом, давно уже озадачены, вы себе места не находите, вы как будто бы, знаете, в каких-то кустах, либо в терновых кустах, да, находитесь, и непонятно, и идти страшно, и сидеть некомфортно. Выбрать, нужно что-то выбрать, либо выбрать направление движения. А высшие силы помогут, буквально помогают. Тут либо координаты вам сообщают, либо что-то решают за вас. Да, иногда бывает такое вмешательство. Действительно, вот люди запутались из-за стресса, выхода не видят. Высшие силы такие: окей, мы поможем. И вам помогут. Вы будете очень счастливы. Правильное решение. Это очень правильное решение. И то, что это решение правильное, вы буквально вот с первой минуты будете ощущать. Вот сразу как-то, да, вы ощущаете, что все правильно. И именно так должно быть.
Кстати, кто оказался в каком-то тупике, либо в безвыходной ситуации, тоже высшие силы вам в этом плане помогают. Помогают, причем помогают очень явно, активно. Ну, кто вас не знает, либо плохо знает, все будут говорить, что с вами чудо случилось. Да? Какие-то чудесные стечения обстоятельств ворвалось в вашу жизнь. И вот, пожалуйста, вы были на земле, а теперь вы на коне. Знак очень хороший. Знак доброй надежды. Да? Высшие силы говорят, мы поможем, не переживай. Сможешь сама – замечательно. Не сможешь – не печалься. Мы точно знаем, как тебе помочь. Ну, либо как тебя подвести к правильному выбору, к правильному решению, либо к правильному направлению. Еще показывают, что у вас появится время для себя, либо для каких-то своих собственных дел. У вас появится время. Раньше у вас этого времени не было. Ну, либо катастрофически не хватало. А теперь появится. Будет такое ощущение, что время замедлилось. А мне кажется, что не время замедлилось, а вы как-то активнее начнете жить. Что вы что-то будете быстрее делать, с чем-то быстрее справляться, и у вас вот это вот свободное время будет высвобождаться. Это очень удивительное состояние, и вам будет очень приятно. Вот чем-то любимым начнете заниматься, любимое что-то будете делать. То, что нравится, то, что для души, для отдыха, для релакса, для даже какой-то медитации. Но вот что-то будете делать. Дальше. Вот здесь показывают петуха. Петух, на него сверху женщина садится. Тот, кто много говорит и очень пафосно себя ведет, вы этого человека заставите действовать. Не просто говорить, там, кукарекать каждый раз, а именно конкретно действовать. Вы на него как сядете, так и встанете только после того, как он все сделает. Конечно, петух будет сопротивляться, конечно, будет там бодаться, начнет там вас уговаривать, что там и я не я, и шапка не моя, и типа мне тяжело, но вы будете непреклонны. И буквально заставляете человека работать. Петух несет яйцо. Но в природе так не бывает, да? Обычно курицы несут яйцо, а вы петуха заставите без скандалов, без угроз, без напора. Вот именно силой своей харизмы, да, заставить этого петуха и поработать, и яйцо снести. А яйцо, кстати, очень огромное тут показано. Как он это яйцо бедненький снесет, я не знаю. Но, видно, вы умеете мотивировать, да? Даже петуха замотивируете. Да, человек будет исполнять, выполнять и делать то, что обещал, но никогда не делал раньше. Слезете с него только лишь когда будете полностью удовлетворены тем объемом работы, который сделает этот петух. Дальше какая-то дальняя, длительная поездка. Может, вы планируете, а может, это как-то спонтанно, да, придет такое решение, желание. Но вот смотрите, вам прям по судьбе в каком-то чудесном, дивном месте оказаться. Место силы, место благодарности, место, где наполнение идет энергией Земли, космоса, Вселенной. Вы прям почувствуете это место, кожей почувствуете, сердцем почувствуете. Прям уезжать не захотите. Скажете, я буду здесь жить, поставлю себе палатку и здесь останусь. Но на самом деле там оставаться не надо, да? Достаточно, что вы там подзарядитесь, либо даже, как, знаете, перепрошивка произойдет, перезагрузка даже у кого-то произойдет. Домой приедете, себя не узнаете, вот по-другому думаете, по-другому относитесь, меньше страхов, меньше тревог, меньше переживаний, меньше сомнений. Прям так понимаете, что и море по колено, да, и лес не лес, а так щепки, да, вот как-то так у вас идет все. Вы, пожалуйста, запомните это место и хотя бы раз в полгода туда приезжайте. Это будет ваше место силы, где вы конкретно будете перезагружаться, обновляться и заряжаться. Но вот сама судьба как будто бы приведет. Сама судьба. Что за место, не могу сказать, вы все разные, но место очень необычное. Дальше. С правой стороны показан некий забор, но с такими огромными дырками, что даже как-то и неудобно забором называть. А так, знаете, как будто бы колья вкопали в землю, прикопали, и они торчат. Да. Возможность решить не один вопрос, а несколько вопросов, может быть, не совсем легальным способом, но вполне себе доступным.
да, не напрягаясь. То есть не надо ходить там искать дверку, калитку, ворота, не надо перелазить ничего, просто через дырку прошел и вышел, да. Вот когда так идет, возможно, несколько раз будете пользоваться, возможно, и сами воспользуетесь, кого-то научите. Ну да, выглядит немножечко нечестно, нелегально, но с другой стороны, ну раз так сделано, значит, с умыслом, да, кто делал, он же понимал, что делал. Вот. Не грозите себя за это, да, вы просто пользуетесь возможностями. Поскольку возможности есть, но грех не воспользоваться, да. Будете туда-сюда ходить, я вижу. Дальше показано, что ваши интересы с чужими интересами пересекутся. И человек вам что-то будет предлагать, и предложение будет очень выгодным. Да, вот давай вместе, либо ты вот это, а я вот это, но на общее благо, да, сработаемся. Вообще идет как начало новой деятельности, либо начало нового союза. И вы знаете, это очень выгодно для вас. Даже намного выгоднее, чем покажется вот сразу после договоренности. То есть, во-первых, очень комфортно, вы не только в интересах, но и в ментальности сойдетесь. И человек даже какую-то львиную долю там, труда, работы возьмет на себя. Ну, наверное, человек такой, знаете, немножко суетливый и очень активный. Вам это прям очень выгодно. Скажете: о, вот это мне нравится, вот это мне подходит. Да? Интересы соприкасаются, пересекаются. Кстати, кто у меня работает в большом коллективе, готовьтесь к повышению. Здесь вот все знаки указывают на то, что вам будут предлагать повышение. Единственное, я не понимаю, вам это нужно или нет. Хотите или нет. Ну, если вы говорите, что нет, все, не хочу, мне не нравится, буду менять работу, ну, понятно, вы откажетесь. А кто прям хотел, ждал, надеялся, пожалуйста, самый конец августа будет разговор, будут к вам там прицеливаться, на вас настраиваться, что-то вот прям собеседовать вас. Какой-то прям не один даже, кстати, разговор может произойти, либо с разными людьми будут разные разговоры. Но я так понимаю, если согласитесь, то 100% повышение будет. Повышение по должности, может быть еще и рост зарплаты, конечно же. И у кого-то перевод, но в лучшее место, да, на лучшую должность. Потому что это не вертикаль, а немножко горизонталь, но как получше мне идет. Полегче, попроще, поинтереснее, поперспективнее. То есть соглашайтесь. Дальше, мои хорошие, опять же, под конец месяца вы чем-то начинаете заниматься, не веря в то, что это дело что-то вам хорошее принесет, ну, либо выгоду какую-то, либо там вознаграждение. Вам просто это нравится, вам просто интересно. Вот как для себя, для души делаете. А вы знаете, а ведь это дело в будущем станет вашим основным доходом, да, либо это дело позволит вам целый капитал заработать. И не только денежный капитал, но и капитал доверия, капитал любви, да, уважения к вам. Вот то, что начнется так, знаете, попробую, играючи, а мне просто интересно, в будущем приведет к потрясающим результатам. Что это будет, не могу сказать. Но это будет, и вы как-то несерьезно к этому относитесь, либо не делаете какие-то особые ставки. Вы думаете: попробую, будет что будет, да? Либо просто попробую себя. А ведь будет, это будет. И, кстати, это будет, возможно, следующий год, возможно, через год. Но не так-то долго вам ждать нужно. Как начинаете дело своей судьбы, либо дело, которое действительно приведет к потрясающим результатам. Может, все начнется как хобби, а закончится как профессия. Такое тоже может быть, либо бизнес ваш. А еще выигрыш показывают. Вы где-то либо в чем-то выиграете. Не обязательно это лотереи, там денежные какие-то розыгрыши, выигрыши. Это могут быть и победы, допустим, интеллектуальные, либо спортивные, либо вы правы окажетесь, да, вот вам прям по судьбе выиграть, по судьбе. С кем бы ни играли, против кого бы ни играли, выиграете точно вы. Вот на вас уже печать победителя лежит. Еще вот у нас август не начался, а печать уже проявляется. Сама судьба поставила на вас. Вот выигрыш мне идет.
Кстати, вам это нужно, это вас здорово замотивирует, это вернет вам веру, да, веру в себя, а вы в ней очень нуждаетесь. Последние события очень сильно ослабили эту веру, и вам она очень нужна. Так, а вот здесь какой-то горох показан. Горох, который созрел и начинает раскрываться. Обычно гороховым стручком показывают действительно результаты, доходы, награды. То, что как посеял, то и пожинаешь. В вашем случае гороховый стручок, на удивление, очень крупный. И горошин там немного, но они огромные. То есть бывает стручок, где там 7-10 горошин, но они мелкие. А в вашем, ну, по крайней мере, я вижу 3 горошины, но они очень крупные, а сам стручок больше, чем вы. Результаты превзойдут ожидания. Ну да, изобильный месяц. А с другой стороны, возможно, лишнее вам не дают, а дают самое необходимое, да, и именно в тех размерах, масштабах, которые вам именно сейчас нужны. Чтобы вот лишней зависти не было, неприязни лишней не было. Ну, эти люди завидуют, да, успешным завидуют. А у вас как-то, ну, как бы есть результат, но он такой прям в рамках, да, в рамках. То есть, в принципе-то и завидовать-то особо нечему. А с другой стороны, есть чему. И вот, может быть, вы об этом и не будете много говорить, либо не пойдет резонанс, там люди не будут об этом говорить. Ну, как-то зависти особо не случится, и это хорошо. В самом венце показывают, что некий человек делает выбор в вашу сторону. Кого-то не выбирают, но вас выбирают. И вот здесь как будто бы на вас что-то вот надевают. Надевают, может, какой-то головной убор, может быть, это какое-то украшение, может, это часть одежды. Да? Выбирают именно вас. И для вас это будет большой неожиданностью. Может, вы с трудом в это поверите, либо до конца не будете в это верить, но выбирают именно вас. И еще, видите, раскрытые какие-то цепи, разорванные цепи. Возможно, этот выбор поможет вам, то, что выбирают вас, да, поможет вам какие-то цепи разорвать. Цепи, ну, к которым вы были привязаны и ничего не могли с этим поделать. Тот, кого не выбирают, не будет ничего говорить, но будет очень недоволен. Да? Ничего не скажет, но покажет. Но вы не обращайте внимания. Вас выбирают, потому что вы достойны, либо ваше время пришло. Может, сами высшие силы вас выбирают, либо каких-то людей вдохновляют, чтобы вас выбрали. Видите, цепи сверху, цепи снизу, они раскрылись. Вот вы были как пристегнуты этими цепями, да? Свобода, почести, награждение и получение того, что вы заслужили. Месяц очень изобильный, очень потрясающий на события и на перемены. Мои дорогие, на этом все. Берегите себя. Всем спасибо за внимание. Всем пока-пока.